Сегодня мы приехали на озеро Дон-Ты. Оно находится недалеко от села Дон. Берег как берег, вода как вода. Но все-таки оно уникально. Уже в самом названии есть что-то интересное и необъяснимое. Одна из версий возникновения села связана с казачеством. По местным байкам, на строительство Екатерининского канала, что находится недалеко от здешних мест, приезжали донские казаки. Именно они и были основателями старинного села. Но это лишь одна из версий. Когда первые жители прибыли на эти земли и добрались на гору, то увидели озеро. А дело было ранним утром, когда солнце вставало. От отражения солнца озеро становилось красным, горячим. По коме горячий, раскаленный Дон. В селе, основанном древними коми, сохранилось много старых крестьянских изб. По словам сельчан, такие дома намного крепче и добротнее нынешних. Технология строительства тогда была своеобразная. Жилища поднимали без единого гвоздя. В одном из таких строений местный житель Василий Павлов мечтает открыть гостевой домик с музеем. В конце 1800 года построили этот дом. Вот точно дату не помню. Окна были маленькие, вот такие, как наверху, там окно. Вот. И здесь уже отец переделывал здесь. Изба готова принять гостей. Осталось за малым – поставить печку. И уже тогда в далекое Усть-Куломское село будут приезжать туристы. Ведь здесь есть что посмотреть. Озеро Дон-Ты больше напоминает реку – 15 километров в длину и полкилометра в ширину. Скорее всего, это старица Вычегды, петляет как Вычегда, да и располагается параллельно реке. Сегодня Дон-Ты – умирающее озеро. Страдает и стареет водоем. Да, много раз больше. Да, было всякие щуки метровые, язи 1,5 килограммовые. В общем, всякая рыба была. Нет, это окунь, сорога, щука, вода мелеет. Вот зимой это замерзает до дна. А когда весной поднимается, грязь поднимает тоже. Вот каждый год потихонечку мелеет озеро. В 1970 году уже озеро считалось погибшим, потому что наши деды где-то 130 лет тому назад вырыли этот канал по прямой. Естественно, русло рядом, но на 5 километров выше. Значит, местному населению было далеко ходить туда, значит, они вручную вырыли канал длиной 2 километра. Раньше на этом Туланью были искусственные плотины, где рыбу ловили, значит, перегородки. Естественно, его надо убрать. В середине 80-х прошлого века озеро совсем обмелело. Местные жители могли переходить его вброд. Потом протоку закрыли, и Дон-Ты ожило, вода поднялась. Но не намного. Сегодня единственная реальная мера для сохранения воды – укрепление на озере дамбы из камней. Вот здесь мы поставили небольшую плотину. Там внизу торф 5 метров глубиной. Он вообще идет вниз. Потом паводком и разрушением оно разрушается. Вот. Сейчас мы устанавливаем здесь. Опа, далеко поднялись. Внизу торф 5 метров толщиной вот это. Вот. И он вообще садится. Мы когда, значит, делали, эти все камни были вот здесь. Вот. А как водопад, она промыла нижние части, и все это, эти камни пошли по половодье уже туда. Здесь третьей части плотины уже нету. Вот.
Если в этом году в зиму его не восстановить обратно, вот, 1 000 000 кубов может рухнуть и разрушить весь мост, когда рыбы не добавилось, потому что все равно мор летний и зимний идет. Вода здесь как кипяток бывает, а зимой замерзает до дна, даже зимовальных ям нету. Вот. А потом эта плотина с одной стороны хорошая, а с другой стороны весной рыба с Вычегды не может зайти здесь, через плотину. Заходит только по берегу. Сегодня главная задача местных активистов – укрепить берега и почистить старые русла. На подводных плантациях Дон-Ты 52 вида планктона. Часть микроскопических водорослей встречается даже в финских соленых озерах. Как известно, водоросли умирают. Перегнивая, они забирают из воды кислород, и рыба гибнет, особенно в зимний период. Ил-сапропель – настоящая беда озера. Он мешает рыбе дышать. Зато в медицине и сельском хозяйстве это ценный продукт. В недрах водоема 30 миллионов кубов этой поистине уникальной грязи. Средняя глубина сапропеля 3 метра, а максимальная – 5. Это же ценнейшее удобрение. Удобрение ценнейшее. Значит, там можно выпускать 300 видов продукции. Витамины В12, все витамины можно выпускать. ГСМ, духи, одеколон, значит, спирт. Что можно выпускать? Для буровой промышленности, кормовые добавки скоту идет. А еще водоросли насыщают ил не только элементами плодородия, но и молекулами здоровья. В начале 90-х органическое вещество добывали и вывозили даже в республиканские санатории. Жители Дона давно заметили – раны и кожные болячки быстро проходят, если человек хотя бы раз искупался в Дон-Ты. Рыбаки иногда какая-то царапина получает и очень быстро заживает. Если босиком, значит, это походить, значит, по озеру, тоже какие-то там. Вот эти грязи, лечебные свойства такие, значит, остеохондроз, ну, суставные боли, остеохондроз, значит, нервные, варикозное расширение вен. В бане его нагреешь, потом, значит, где болячки есть, значит, туда накладываешь. И вот, если вот так проведешь, ну, нажмешь и проведешь, значит, как 1000 вот этих иголочек. Если посмотреть, на очень красивые места. Вот здесь каждое местечко, каждый остров под своим названием идет. Там северные регионы, вот всякие 16 избушек здесь, на этом озере. Вокруг водоема расположился один из самых больших клюквенных заказников. А еще у озера есть острова со своими названиями. На берегу Дон-Ты расположились и базы отдыха. Сюда нередко заезжают туристы – порыбачить, возле костра послушать байки местных жителей. Дали задание рыбаку, чтобы поймал он крупную щуку. Вот. Но никак не ловилась. Один раз пошел, значит, а большая щука, значит, проглотила маленькую щуку в сетях. И вместе с тем ее вытащили. А еще, по здешним легендам, в озере живет огромная щука размером с большую лодку. Только вот поймать такое чудо-рыбу пока никому не удалось. Но это лишь пока. И если принять меры по спасению Дон-Ты, то о таких щуках мы еще узнаем. Дон-Ты входит в число самых крупных озер республики, таких как, например, Кадам. Оно находится совсем недалеко по местным меркам, а между ними непролазные болота и дебри. Но мы туда обязательно доберемся, как только найдем хороших проводников.